Меня зовут Шарафудинов Дамил, со мной мой брат родной. Тимур Шарафудинов. Мы нижегородские татары. Наши корни из деревни Кочка-Пожарки Сергачевского района Нижегородской области. Брат мой возглавляет татарскую автономию Нижнего Новгорода, Нижегородской области. Я профессиональный спортсмен, выступаю по правилам бокса, в профессионалах, пропагандирую татарские ценности, выхожу на свои бои под татарскую музыку «Эхтала-Тала». Мое боксерское прозвище «Татарин». Стараемся максимально пропагандировать татарские ценности, татарскую культуру всеми возможными путями. Вот брат в светском поле это делает, пропагандирует, а я своими кулаками, как бы это ни звучало, выбиваю славу татарскому народу в октагоне, в ринге. Вы сегодня первый раз пришли в штаб. Как ваши впечатления? Очень приятное впечатление, что в Москве есть такое место, где молодежь татарская может собираться. Однозначно приду сюда еще раз. А я по роду своей деятельности очень много путешествую в разных регионах России. Смотрю, как проходят сабантуи, как работают татарские организации. Зачастую встречаемся и с Рустамом Ямалеевым. Вот он много раз нас приглашал посетить штаб татар Москвы, поэтому мы наконец-таки добрались. Сегодня очень большое классное событие прошло в Москве. Это мост Москва-Татарстан. И вот после этого мероприятия, такой большой татарской семьей московской, мы пришли сюда. И на самом деле приятно рады, то, что не забывается вот какие-то традиции, культура. Играют на гармошке, девушки с молодыми людьми знакомятся и наоборот, создаются пары. Может быть, какие-то совместные бизнес-проекты. И вообще, в целом, это классная площадка для нетворкинга. Я считаю, что этот опыт нужно перенимать и в других регионах его тоже проецировать. Приходите, пожалуйста, почаще. И следующий вопрос. Вы сегодня были на форуме. Какие спикеры вам были интересны и что запомнилось из форума? Я со многими сейчас присутствующих здесь общался, и действительно мы оценили, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. Вот даже из спикеров сложно кого-то выделить, потому что интересны все. Они были представлены из разного совершенно направления. Были и певцы, и артисты, и представители, служащие СВО, и политические деятели. На самом деле у каждого можно было что-то почерпнуть. Все это очень важно для подрастающего поколения и для той молодежи, которая живет вот здесь вот в Москве, вдали от своей исторической родины, от мест, где ихние татарские корни, от Татарстана, от той же Нижегородской области. И такие мероприятия нужно все больше и больше и чаще их проводить. И не только в Москве, но и про другие регионы не забывать. Расскажите, пожалуйста, были ли вы сегодня на форуме и что вам там сегодня понравилось? Я получила ценные советы и от президента, и от Салавата Фатурдина, и от всех спикеров. У них уникальные, интересные советы были, которые нужны каждый день всем, не только молодежям, и нам. И я работаю вот своим проектом, и разные бывают моменты, я уже знаю, что ни за что не остановлюсь никогда. Бывают какие-то проблемы, можно и нужно преодолеть все и всем дать опыт свой. Я хочу, чтобы все знали традиции, свои традиции. И я очень хочу, чтобы все читали классиков литературы. А расскажите, пожалуйста, где нашей молодежи сейчас к вам можно было бы обратиться, побольше вот изучить данную тему, которую вы оглашаете? У меня есть ВКонтакте страница Сярия Закирова, и я вот работаю с Конгрессом татар, там уже все знают, и Министерством образования в Татарстане. Я уже с декабря работаю с Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации. То есть я сама вот зоны, куда я хочу поехать, я сама выбираю. Но иногда бывает так, что они сами выходят, сами находят меня, и мы сами приглашают. Скажите, пожалуйста, какие напутственные слова вы дадите нашему штабу, молодежи и не только? Что посоветуете, порекомендуете? В первую очередь всегда надо учиться, учиться и учиться. В Коране тоже написано, что надо учиться. И я вот до сегодняшнего дня, у меня уже
несколько высших образований, онлайн учусь, ораторское мастерство есть у меня, как писать книгу, летом училась у драматурга, то есть сценарист я еще. Надо всегда учиться для того, чтобы стремиться быть лучшим, надо учиться, и поэтому у меня и проект такой культурно-образовательный, и я уже в образовательной системе с детьми, они на гаджетах сидят, чтобы отвлечь их из гаджетов. Я хочу, чтобы они читали, и хочу, чтобы все читали классиков. Надо учиться. Спасибо вам большое. Меня Булат зовут, я приехал из Вашингтона. Булат, расскажи, пожалуйста, что ты запомнил сегодня из форума? Кто из спикеров тебе сегодня понравился? Мне очень понравилось выступление полковника Галеева. Вот. Мне очень приятно, что вот Раис Республики, он прикладывает усилия, чтобы собирать всех татар Москвы, чтобы их аккумулировать, приумножать, да, чтобы мы не распылялись, а наоборот, вот бердамлекте, да, вот чтобы был там берге, бердамный булар. В целом подход республики очень нравится, да, и лично я задал вопрос, когда в Москве построят татарский культурный дворец, татарский вот такой дворец татар в Москве, да, чтобы, знаете, вот с коворкингами, с пуфиками, да, с татарским смузи, вот, со стартап-кластером, вот такое, с конференц-залом большим, с коворкингом татарским, да, с татарским вайбом. Ну, такая какая-то большая универсальная площадка. Есть что-то для себя ты вынес из этого форума? Ну, на меня произвело впечатление вот это видео, где там из СВО, там наши татарлар, там с флагом, с гербом, вот это понравилось, вот. Ну вот полковник на меня произвел впечатление, Баширов Александр тоже такой очень интересный товарищ. Очень произвело впечатление вот эта чистая татарская речь Рустама Нургалиевича, да, ну то есть он эталонно по-татарски говорил, прямо, ну да, вот, прямо, очень приятно было, ну меня гордость брала, что вот, он классно разговаривает по-татарски. И еще, кстати, он отлично разговаривает по-английски. В январе бывает форум в Ранхикс, я помню, как-то я там с ним пересекся, я с ним разговариваю там, говорю, Рестам Абы, Айдегас, туда-сюда. Он говорит, Айда улам, туда-сюда. А потом кто-то к нему подходит и по-английски начинает. Он просто как fluent speaker там. Легко переходит. Да, трещать прямо. И я думаю, офигеть прям. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты? Здрасте, меня зовут Алина, и я из Уфы. Что тебе больше всего сегодня запомнилось на форуме и что ты для себя вынесла? Мне понравились выступления абсолютно всех спикеров. Они были из разных областей. Это было кино, режиссура, актеры, также участники СВО, телеведущие и так далее. И все они говорили какие-то правильные вещи. Например, Марат Башаров сказал, что нужно найти дело, которое придется тебе по душе, и тебе не придется работать. Также другие спикеры сказали, что важно работать себе в удовольствие. И самое хорошее, наверное, в этом то, что они все затрагивали разные области, и поэтому слушать их было очень интересно. Как тебя зовут? Надир, Надир. Ты откуда? из Казани. Запомнились в первую очередь речи спикеров, то, как они яростно давали нам советы для молодежи Татарстана. И, конечно же, вот эти люди, которые несли силу духа, особенно это люди, связанные с военной тематикой. Я 3-й раз на этом форуме, и по-моему, 1-й раз такое, чтобы прям, до слез, вот. Какие вещи ты больше всего для себя запомнил или мог бы поделиться своей историей какой-то? Как многие вообще спикеры повторились, это была речь найти свое любимое дело, и если мы это найдем, то нам жизнь покажется очень удачной, да, и у нас все будет получаться, вот. И для меня это было, наверное, самые важные слова. Какие пожелания можешь дать молодежи? Самое важное — найти себя и заниматься то, что тебе приносит удовольствие, и что действительно для тебя важно и интересно, и тогда твоя жизнь будет проходить гораздо интереснее, чем если человек будет заниматься делом, которое ему не по душе. Какие напутственные слова вы дадите нашему штабу, ребятам, молодежи? Не останавливаться на достигнутом, стремиться
к большему развиваться, и чтобы количество и качество мероприятий увеличивалось, и количество активистов и посетителей также росло изо дня в день. Да. И еще один вопрос для женской аудитории нашего штаба. Вы женаты? Я женат, и я многодетный отец уже. А ваш брат? Я пока свободный. Да. Девочки, это для вас было, это для вас. Спасибо вам большое, ребята, спасибо.